В одной из передач вы сказали, что Ануннаки из планеты Нибиру или Нубиру, что в переводе означает… Вот еще раз повторю, везде пишется Нибиру, и многие говорят Нибиру. Не было такого выражения или такого словосочетания, как Ниби. Было Нуби Нуби, с той стороны. Нубира. Да, а Ра — это как раз и было понятие Солнца, ну Бог единый и Солнце. И вот вы тогда сказали, что в переводе это означает «из-за Солнца» как раз-таки, да. Но также вы сказали, что это не настоящее название планеты. И вопрос таков: а как по-настоящему называется эта планета? Скажем? Ну скажи, это ж не секрет, ладно уже. Ламфим. А это родная планета Ануннаков или нет? Нет. Это ближайшая планета, на которой проживают ануннаки. Она ближайшая к планете Земля. Вообще, скажем так, помимо Ванфима, ануннаки, у них тысячи планет. Это те, на которых живет раса, ну можно ее так назвать, человеческая, ануннака. Вот многие, опять-таки, их рептилоиды, не рептилоиды, ну все, кто обладает душой и личностью, это правильно называть все-таки людьми. А бездушные — это другое дело. Но опять-таки защищают они, так же вот как планету Земля, они защищают миллионы планет. Раса ануннаков, они существуют уже около 3 миллиардов лет активно. То есть это имеется в виду, что как высокоразвитая, заметьте, высокоразвитая раса, это в понятии, всемирном понятии, не в земном, высокоразвитая раса. На сегодняшний день расы выше, чем ануннаки, нет. Следующий вопрос. А Ануннаки — это то же самое, что божества, описанные в древнем Шумере? Ану, Энки, Энлиль, Нинму? Нет, конечно. Опять-таки, вот то, что ты сейчас назвала, шумеры описывают реальных богов, которые существовали 12 тысяч лет назад. Ну, правильно, 12 тысяч лет назад их уничтожили. Они существовали чуть до этого времени, ну, достаточно продолжительный период времени. И вот это все это дети Эля. Ну, Эля тоже назвала, а то и его дети, которых он назначил богами и дал им народ. И мы являемся, вот мы, человечество, мы являемся как раз следствием переделок генетических, скажем так, это вот этих вот богов. Ну, причем здесь ануннаки? Это люди были, самые обыкновенные люди. И развлекаясь, потому что им скучно было долго жить, они как раз и создавали нации. Они разделили людей, они создали нации, одних белых, других черных, третьих желтых. Они назначили свои народы и были у них богами. И для многих они так и остались богами на сегодняшний день. Это правда. Ну, кому интересно, есть фильм такой «Атлантида. Элита в поисках бессмертия». Там об этом мы рассказывали, так что вот, посмотреть. И это исторически абсолютно подтверждается для тех, кто внимательно это посмотрит и попытается найти даже информации на сегодняшний день крайне много, несмотря на то, что 9-й круг, а это как раз и есть последователи их, и они всячески это все уничтожали. Но все не уничтожишь. Истина, она не пропадает. Правда ли, что они могут читать мысли других? Могут, конечно. Если это касается ануннаков, да, это не проблема. Правда ли, что могут общаться телепатически? Между собой, да, и с теми, кто тоже на это способен. Но люди их не услышат. Правда ли, что они могут манипулировать мной, чтобы заставить видеть человека по-другому? Манипулировать вот этим человеком, чтобы заставить… Видеть собеседника по-другому. Зачем? Мы только что обсуждали за гипноз, манипулировать можно любым. Даже, извините, собачонкой делает, или да. котенком. А зачем? В чем смысл? В чем его ценность этого человека? Чтобы им так манипулировали, да? Почему?
извините, представители высшей расы должны тратить на время на этого человека? В чем его ценность? Это все равно, знаете, как вот похитили фермера инопланетяне. Прилетели, бог знает откуда. Чтобы украсть фермера, чтобы ему передать послание для всего человечества. Ребят, ну не маразма. Но мы же говорили, что шизофрении больше, чем 2%. Ну, совершенно правильно, да. Ну как-то Мания оно. величия, да. Система Людская. шутит Мгм. по полной программе. Да. Почему ануннаков называют рептилиями? Ну, знаете, вот генетические отклонения какие-то, да, какие-то превосходства или наоборот недостатки — это не повод называть рептилиями. И опять-таки вот многие цепляются за моргание Жанны. Извините, вот 9 из 10 камер, они не снимают и не видят этого. И люди сидят, они этого не видят. Разве это рептилия? Это человек, самый обыкновенный. Таким образом можно любого из нас, мы ж дарвинисты, мы ж материалисты, а разве мы не рептилии? Гляньте, как развивается эмбрион. Разве мы не проходим стадию рептилии? Мозг рептилоидный. Мгм. Поэтому кто из нас рептилия? Давайте говорить лучше ануннаки. Следующий вопрос такой: а как зовут бога рептилий? Ну, имеется в виду ануннаков. Мне хотелось бы знать, кто ваш бог или кто наш бог. И ваш, и их Бог, и наш, и всех Бог, Бог один. Во всем мире, мировом сообществе Бога называют Ра. Но на вот таких планетках, как наша, и в таких сообществах, как наша, их тоже очень много, к сожалению, очень много. Богу цепляют различные эпитеты. И опять-таки самые обыкновенные люди, дети Эля, этого диктатора всемирного, они же тоже назывались богами, и их тоже считали богами. Им тоже давали эти имена и преклонялись перед ними и тому подобное. Ну, а Бог Он един. И всегда, испокон веков. И здесь, на этой планете, его тоже называли Ра. Можно ли стать рептилией и обладать всеми их навыками и качествами? Интересно тоже, что имели в виду. Что, наверное, да. Если они имели в виду развиться до такого, как ануннаки, то желательно было бы нашему человечеству достичь ихнего уровня развития. Это было бы прекрасно. И это все несложно. Каждый человек чувствует и понимает, каким должен быть мир, каким должен быть он. Просто нужно быть таким и соответствовать этому всего лишь навсего. А вот тоже следующий вопрос интересный задают. Что общего между болгарской предсказательницей Вангой и мультсериалом «Симпсоны»? Между Вангой и Симпсонами, ну, я думаю, это точность предсказаний. Что Ванга давала точные прогнозы, причем с описаниями, что у Симпсонов. Ну, это вопрос такой, знаешь, скажем, в интернете открою, практически везде об этом говорится. Поэтому, ребят, ну. Хотя есть один момент в данном случае, и я думаю, даже не подозревали те, кто задавали этот вопрос, что у них есть еще одно общее. С откуда они брали эту информацию? Ведь за информацией, которую получала Ванга и те, кто делает Симпсоны, вы обратили внимание, надеюсь, раз задаете этот вопрос, что картинка, которую они делают, один в один с реальностью. Так вот, за той и за другой информацией стоят как раз вамфеминианцы. Они просто имеют, эти люди, контакт с ними, и для них не проблема получить картинку из будущего. Игорь Михайлович, тоже такой вопрос. Почему Игорь Михайлович задает вопрос Жанне: сколько вас находится здесь? И почему Жанна отвечает следующим образом: больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. Почему я задал этот вопрос? Потому что меня попросили этот вопрос задать ей. Опять-таки, ребят, ну такие же, как и вы, друзья, сказали, один, второй, третий, я не смог отказать, вот как Татьяна сейчас, ну и вынужден был задать вопрос. А вторая часть какая там? Почему Жанна отвечает следующим образом: больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь? Да потому что знает нашу суть человеческую, потому так и отвечает.
что нам бы хотелось, чтобы здесь никого не было, чтобы одни мы были. Ну а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что к чему идет наша цивилизация. Мы бы надеялись, чтобы их было много, чтобы они нам помогли, за нас все сделали, все наши вопросы порешали. Потом так и ответила: я думаю, так или не так. Она согласна, что так. Что ожидает в будущем род человеческий? Все от людей зависит. И он как раз касается вот предыдущего вопроса. Все от людей зависит. Ясно. От вашего выбора, друзья. Насколько вы будете человечней и насколько вы будете активней отстаивать позиции человечности, то и будет. Поделятся ли анунаки с нами своими передовыми технологиями? Ну, друзья мои, ну представьте, нашему человечеству с нашим потребительским строем, с нашим отношением друг к другу и дать какие-то повышенные технологии. Ну, что мы с ними будем делать? Мы будем решать, как лечить неизлечимые болезни, мы будем использовать эти технологии для того, чтобы дать бесплатную энергию в каждый дом. Но что мы будем делать с ним? Или мы будем использовать это для еще большей дубинки, чем ядерное оружие, чтобы бить друг друга по голове? Вы сами дайте честный ответ, и вы поймете и мой ответ, который я не озвучу. Вы сами его решите. Почему, если анунаки хотят самого наилучшего для человечества, то позволяют элите иллюминатов манипулировать нами? Подождите, ну я вообще ответил на этот вопрос. Но, ребят, при чем здесь анунаки и наша элита? И то, что мы им позволяем нами манипулировать. Почему они нам должны запрещать? Они вообще не имеют права вмешиваться в нашу жизнь. Никак. Ихняя функция — это внешняя защита, не больше. Но наш мир — это наш мир. И мы должны делать соответствующий выбор. Ведь мы наделяем властью кого-то. Разве не так? Им же власть с неба не падает. И Бог никого не назначает из иллюминатов или кого бы то ни было, там царем, королем или там президентом. Это все результат нашего выбора, нашего действия, скажем так. Мы действуем в этом направлении. Мы получаем то, что мы получаем. Зачем же возмущаться? Если мы это выбрали, нам это нравится, давайте радоваться и жить в такой радости. А если не нравится, можно что-то менять. Мы вправе решить. И никто не имеет права извне нам диктовать. Ни анунаки, ни кто-либо другой. Это наш, извините, эволюционный путь развития в целом всей нашей цивилизации и отдельно взятого каждого человека. Почему отдельно каждого взятого человека? Потому что вся цивилизация, она состоит из отдельно взятых людей. И если вот ты, мой друг, сидишь, слушаешь, да, вот милите, да, интересно рассказываете и тому подобное, и пошел дальше служить на иллюминатов, то в таком случае не задавай таких вопросов. А если не хочешь служить на них, поступай по-другому. Ведь потребительский формат развития современного сообщества можно легко перевести на рельсы созидательно и жить в мире, в равенстве и в любви, быть достойными всего мира. Тогда и технологии будут, все будет. А почему нет, если мы будем этого достойны?